В канун Нового года проблемы преобразования больницы Яфан, структурного подразделения Якутского научного центра комплексных медицинских проблем Президиума Якутского научного центра СОРАН Министерства образования и науки России обострились. Директор Якутского научного центра КМП изменил структуру нашей больницы. Мы стали называться не больница, а клиника. В связи с этим произошли структурные изменения. И в настоящее время идет сейчас работа о предложении сотрудникам заполнять, подписывать уведомления. Конфликт между руководством и коллективом получил новый виток. После получения уведомлений членами медицинского коллектива о преобразовании в клинику штата больницы и увольнению опытных работников, а по сути ликвидации практикующего медицинского учреждения. Наша задача какая? Мы обратились во все инстанции о том, что мы на настоящее время желаем наш коллектив больницы отделиться от ИНЦ КМП и работать самостоятельно в составе ФИЦа Якутского научного центра Сибирского отделения Российской академии наук. Это будет и хорошо как для наших прикрепленного населения, которое у нас 10 тысяч населения. Мы очень тесно работаем в составе с Минздравом. У нас проходит реабилитацию, долечивание больные с патологией кровообращения. Это инфаркты, нестабильная стенокардия и неврологические больные. После встречи коллектива с уполномоченным по правам человека Якутии, заместителем прокурора города Якутска, председатель Президиума Якутского научного центра СОРАН Сибирской академии наук, кому принадлежит здание больницы, выяснилось, что в уведомлениях для работников больницы указано о преобразовании больницы Яфан в клинику. Вот как у нас тоже клиника, ее в номенклатуре нету. Потом центр нейродегенеративных. У нас есть в номенклатуре центры, специализированные центры, тоже по нейродегенеративным заболеваниям, по номенклатуре тоже нет. Поэтому и центр не может быть структурным подразделением клиники. Как бы два больших блока они объединили в одно единое целое. Если как структурное подразделение, то можно было назвать отделение нейродегенеративных заболеваний. Но по номенклатуре медицинских организаций России такое учреждение вообще не предусматривается, а это значит нарушение трудовых и пенсионных прав медицинских работников. Прокуратурой города Якутска выявлены нарушения работодателем трудового законодательства. В этой связи направлены ряд документов для привлечения административной ответственности работодателя. В судебные органы выданы представления. И итоги, конечно, обязательно будут доведены тоже до трудового коллектива. На собрании коллективу четко было обозначено, что поликлиника и больница Яфан будут работать дальше. Допустить преобразование практического медицинского учреждения в научное учреждение с ликвидацией больницы недопустимо. Необходимо объединить практику и науку воедино. Поэтому Президиум Якутского научного центра СОРАН Сибирской академии наук уже создал центр, где будут соединены наука и практика. Будет создан федеральный исследовательский центр, куда войдет больница Яфан. Только ждут официального приказа от Министерства образования и науки Российской Федерации. Буквально вчера мы обсудили уже последнюю редакцию устава Федерального исследовательского центра. Некоторые дополнения предложили и директора, и члены уставной комиссии Якутского научного центра. Вчера мы данный устав отправили и ждем оперативно утверждения устава. Как только будет приказ об организации, мы рассматриваем наши структуры, и в этой структуре уже надо все утвердить. Ситуация с больницей Яфан достаточно серьезна. Довольно часто руководители государственных предприятий стали забывать, что государственное учреждение – это не частная лавочка. И подход к работе с коллективом госучреждений по принципу «что хочу, то и ворочу» – весьма опасное заблуждение. Данная ситуация находится на контроле правительства Якутии и правоохранительных органов.